Я хочу вас приветствовать и от своего личного имени, от имени своих коллег, членов правительства, Кабинета министров Республики Молдова. Я хочу также вас поприветствовать и как вашего соседа. Вот мы с Игорем проезжали сейчас через Чемишлию, я из Чемишлии. Почему я это подчеркиваю? Потому что я, как и вы, тоже южанин. И еще я это подчеркиваю, потому что проблемы, которые существуют в Камьяке или в Шадыдлуме, они существуют и в Чемишлии. Я имею в виду проблемы реальные, проблемы, с которыми сталкивается наше население, наши граждане, наши органы местной администрации. И эти проблемы нас объединяют. Нас объединяют не только проблемы, но и наше желание жить в процветающей стране. Жить в такой стране, где у нас у всех есть уверенность, что наши дети найдут для себя здесь не просто место, а необходимый комфорт, работу, хорошо оплачиваемую и так дальше. Этот визит, наверное, он не очень вписывается в те рабочие визиты, которые мы время от времени предпринимаем по стране. По крайней мере, вот я с премьер-министром еще ни разу не был с господином Сельдом Корманом в таких совместных поездках. Но я думаю, что это очень правильное решение. Я благодарен и Народному собранию, и господину Башканову за эту возможность вместе в таком прицельном кругу обсудить проблемы. Обсудить социальные, экономические проблемы, с которыми сталкивается автономия, обсудить, безусловно, и политическое положение, не только в автономии, но и в стране. И я уверен, что вам интересно обсудить и то, что происходит у нас в регионе и на континенте в целом. 2014 год, вот мы начинаем этот год, он, безусловно, очень важен для будущего нашей страны. Он очень важен для того, по какому пути мы пойдем дальше. Господин Корман уже говорил о том, о чем вы очень хорошо знаете. В конце года у нас пойдут выборы. Вот на этих выборах наши граждане решат, как нам дальше двигаться, на основе каких стратегий. Но я уверен, что самое важное для нас и для тех, кто будет участвовать в этих голосованиях, будет выбор, который принесет еще раз необходимую стабильность и процветание нашей страны. Я уверен, что мы все, граждане Республики Молдова, очень заинтересованы, чтобы этот год у нас был спокойным, чтобы мы могли заниматься созидательным трудом, чтобы мы могли заниматься теми проблемами, которые существуют, чтобы мы могли сделать так, чтобы наше экономическое положение стало лучше, чтобы люди почувствовали в социальном плане этот позитивный эффект от экономического роста. Вы знаете, что в прошлом году у нас, в принципе, был хороший год для экономики, по крайней мере, за первые 9 месяцев прошлого года экономический рост был 8%. Это совершенно неплохой показатель, это очень хороший показатель, особенно когда мы смотрим на экономическое положение, ситуацию в регионе в целом. Но самое важное сейчас, чтобы сделать так, чтобы исходя из этого экономического роста, и в принципе на этот год у нас предпосылки совершенно неплохие, чтобы люди почувствовали и на уровне зарплат, и на уровне пенсий, и создание рабочих мест, а это можно только путем привлечения иностранных инвестиций. Для того, чтобы мы привлекали иностранные инвестиции, мы должны все показать и разум, и опять же, что у нас здесь положение предсказуемое, и что у нас здесь все будет хорошо, и что у нас в юстиции порядок, и что мы все вместе боремся эффективно с коррупцией и так дальше. То есть вот над чем работать нам есть. Нам нужно работать и над инфраструктурой, делать так, чтобы дороги были хорошие вот не только между Чемишлией и Камратом, а и между Хинчештой и Чемишлией, и на юге с Камрата, на Чумай и так дальше. И по селам, чтобы у нас в этом году получились так, чтобы люди почувствовали не только на национальных дорогах, но и в селах и между селами. Вы знаете, что бюджет наш на этот год как раз на это и рассчитан. И я уверен, что вместе вот мы должны очень четко сделать так, чтобы те финансовые ресурсы, которые у нас есть, были направлены на приоритет. А вот эти приоритеты мы должны вместе с вами их согласовывать, делать так, чтобы каждый лей, каждый ван мы его использовали с максимальной эффективностью, чтобы, опять же,
экономика развивалась, но чтобы люди чувствовали заботу со стороны института власти, и чтобы они видели, что дела меняются в лучшую сторону. Вы знаете, что в понедельник здесь находились мои коллеги, наши замминистры из ряда министерств. Насколько меня потом информировали, беседа была совершенно очень нужной, очень своевременной. Еще раз нам лучше удалось понять, как вы видите приоритеты, как вы видите, исходя из вашего понимания самых больших проблем. Денег у нас немного, но и немало. Поэтому очень важно еще раз делать так, чтобы мы их тратили по нужному и как можно более эффективно. Безусловно, что в этом году у нас будут очень важные события. Вот мы говорили о том, что будем подписывать договор об ассоциации, договор о создании свободной торговли. Господин Гордон сказал о том, что наверняка через 3-4 месяца у нас будет зона безвизового режима со странами Европейского Союза. Хочу вас проинформировать, что буквально вчера парламент Турции ратифицировал двусторонний договор о реадмиссии. Тем самым в момент, когда президент Юрий промулгирует этот договор о безвизовом режиме уже правительство Турции также утвердило. Вот у нас уже совершенно конкретные предпосылки, чтобы, наверное, через 2-3 месяца максимум у нас появился безвизовый режим также с Турцией. Это будет означать, что наши граждане туда могут на период до 90 дней без визы ехать, и граждане Турции то же самое. Вот видите, мы работаем по всем направлениям, по всем векторам, делать так, чтобы у нас наши граждане почувствовали себя свободно, не было необходимости стоять в очередях и так дальше. Говоря о законе, о договоре об ассоциации, договоре о свободной торговле, я очень рад, что буквально на днях мы успели перевести текст и на русский язык. Это текст объемный, примерно 1000 страниц. Он уже был вывешен на сайте правительства Республики Молдова. Мы с собой привезли его текст здесь и брошюра, тоже на русском языке, где очень, на мой взгляд, доступно и доходчиво разъясняется о самых важных положениях. Потому что мы все ведь рациональные люди, и мы все исходим из того, что когда мы говорим о чем-то предметном, но очень важном для будущего нашей страны нам нужно не иметь, помните, в советские времена мы критиковали буржуазные теории без того, чтобы мы их читали. Вот я не хотел бы, чтобы мы сейчас принимали какое-то решение или вырабатывали какое-то отношение к очень важным краеугольным документам без возможности даже их прочитать, без возможности их обсудить, без возможности понять о том, что это будет означать для экономики Республики Молдова в целом и для экономики региона в частности. Поэтому я надеюсь, вот мы говорили с господином Башканом, что он также опубликует этот текст и на сайте исполкома автономии. А в дальнейшем мы будем очень заинтересованы в том, чтобы направлять сюда в Камрад, Чаделунгу, Булганеш, наших экспертов также из Брюсселя, чтобы они обсуждали конкретные элементы этих договоров с тем, кого-то интересует. А я думаю, что это должно интересовать всех. И представителей местной администрации, и наших фермеров, и наших госслужащих. Потому что, в принципе, эти договора, они затрагивают все стороны нашей жизни. И я уверен, что когда у нас будет вот такое предметное, конструктивное обсуждение этих документов, тогда мы все поймем, в чем преимущество для нас, как граждан, для нашего общества в целом. Что я еще хочу сказать в течение своего небольшого введения, потому что я предпочитаю, чтобы потом было у нас обсуждение. Вы видите здесь все мои коллеги, и также наши коллеги с парламента. Я уверен, что лучше всего, если у нас будет просто очень предметное обсуждение существующих проблем. Но я хочу сказать, что, еще раз, этот год для нас очень важен. Очень важно, чтобы он у нас прошел под знаком спокойствия, под знаком конструктивного диалога. Там, где есть проблемы, чтобы мы их обсуждали, чтобы мы их не оставляли вот в корзину, потом накапливается какая-то негативная энергия, и из-за этого происходят различные проблемы. Мы в Кишиневе будем делать все возможное, чтобы народ видел изменения в лучшую сторону. Мы будем наводить порядок.
мы будем бороться с коррупцией намного более эффективно, особенно в правовой системе, потому что вы знаете, что доверие из-за того, что там происходит, людей, граждан к этой системе, ну, наверное, на нуле. И вы наверняка уже видите первые положительные ласточки, положительные изменения в этом плане. Даже вот решение Верховного Совета магистратуры, так он, по-моему, называется, да, о том, что 5 судей уже не в системе, я считаю, что это очень позитивно, потому что наверняка там у них были очень серьезные доводы для такого решения. А до этого такие решения не очень-то принимались у нас в Республике Молдова. Если подумаете, что 22 года мы уже независимы, а вот каких-то таких кардинальных решений по этой проблеме не принимается. Поэтому мы будем сделать все возможное, чтобы в целом в стране у нас было хорошо, спокойно. В конце года будут выборы, и тогда у людей будет шанс выбрать дальнейший путь развития Республики Молдова. Будет то азиатская интеграция, будет то европейская интеграция. Мы же считаем, исходим из того, что у европейской интеграции есть свои преимущества. И для экономики, и для общества в целом, для создания нормальных функциональных институтов власти. Но это, как сказал господин Дорман, означает, что мы не будем беседовать, не будем говорить, не будем искать точек соприкосновения для хороших и по возможности даже очень хороших отношений и с Украиной, и с Российской Федерацией, и с Казахстаном и так дальше. Потому что в этом все очень даже заинтересованы. И, безусловно, для нас очень важны, кстати, взаимоотношения с Турцией. Я очень сожалею, что премьер-министр Эрдоган так и не смог посетить и Кишинев, и мы собирались вместе сюда, в Канаду приехать. Ну, вы знаете, там положение политическое тоже довольно напряженное, у них будут выборы. Но у нас есть заверение, что во второй половине этого года он уже будущий президент Турецкой Республики навестит нас. Я очень надеюсь, что мы тогда будем с ними обсуждать очень конкретные вопросы нашего взаимодействия. Турция все-таки это одна из самых важных стран в регионе по своему потенциалу, потому что она смогла уже достичь и в политическом плане, и в экономическом, торговом и так дальше. Еще раз большое вам спасибо за внимание, и мы очень надеемся на то, что сегодняшний разговор, сегодняшняя беседа сделает так, чтобы наше понимание друг друга, наша способность слушать друг друга была намного лучше. Спасибо большое.